Здравствуйте! В эфире новости на телеканале ТУВА-24. В студии Айдана Ховалы. И сегодня в выпуске. Тувинский эпос «Хунанкара» напечатан на якутском языке. Призывники Тувы отправились на прохождение срочной службы. В Судхоле получают грантовую поддержку «Семейная ферма». Впервые в постсоветской истории республики героический эпос тувинцев был переведен и издан сразу на 3 языках. Это стало возможным благодаря масштабному международному проекту по взаимному обогащению народов эпическим наследием «Эпические памятники народов мира» под эгидой ЮНЕСКО. На презентации книги побывал Сайгын Бирбю. С каждым годом интерес к эпическому наследию народов России становится глубже и масштабнее, укрепляя культурные связи регионов страны. Примечательно, что именно в год культурного наследия народов России тувинский героический эпос был издан сразу на 3 языках – оригинальном тувинском, русском и якутском. Инициатором проекта стал первый вице-спикер парламента Республики Саха-Якутия Александр Жирков. Кто захочет познакомиться с этим эпосом, он может на 3 языках получить представление, сравнить и так далее, и так далее. Это, мы считаем, очень удобный, хороший у нас перевод получился. В культурном аспекте две наши республики связывают героические эпосы двух народов, древнейшие устные народные творчества тувинцев и саха, Нюргун Боутур Стремительный и Хунанкара. Якуты, тюркский народ, родственные народы. Мы знаем тувинцев, тувинских ученых, тувинский фольклор. И Александр Николаевич выбрал именно Кунан-Батыр. Этот эпос особенный, интересный, очень, сюжет очень похожий с якутским. Я фольклорист, поэтому я могу это сверять. Сейчас мы отметим то, что по нашему взаимному согласию мы будем переводить на тувинский язык Нюргун Боутур Стремительный, такой же героический эпос наших якутских братьев. И это мы будем проводить в течение первого полугодия и постараемся выпустить к середине следующего года и также провести такую презентацию. Презентация новой книги Хунанкара состоялась в конференц-зале Центра развития тувинской традиционной культуры и ремесел. Мероприятие открыли народный художник Республики Андрей Монгуш и заслуженный артист Тувы Айдаш Барынма прологом к эпосу Хунанкара в традиционном певучем стиле тувинских сказителей. Это тоже одна из таких событий, которые позволяет и нам тоже обратить внимание на наш героический эпос, в частности, и конкретно к нашему наследию. В свою очередь был продемонстрирован отрывок оригинального текста якутского эпоса «Нюргун Боутур Стремительный». Его исполнила актриса театра Аланхо, победительница телевизионного конкурса Аланхо «Баттл 2022» Анастасия Алексеева. Проделанную работу по переводу большого народного эпоса Хунанкара отметил глава Тувы. Владислав Тавариштаевич подчеркнул ценность того, что известное тувинское сказание теперь смогут прочитать на родном языке братский якутский народ. Именно так формируется коллективная культурная память на основе лучших образцов героического эпоса, который отражает мировоззрение народов, их нравственные основы и традиции. Глава Тувы высоко оценил многолетний вклад первого вице-спикера парламента Республики Саха Александра Жиркова в развитие тесных взаимоотношений двух народов, присвоив почетное звание заслуженного работника Республики Тыва. Тираж книги составил в 1000 экземпляров, половина из которых была передана Туве. Одна из книг была вручена лично Владиславу Тавариштаевичу. Остальные экземпляры пополнят библиотеки учебных организаций, архивов и научно-исследовательских учреждений региона. Сайгын Бирбю, Буян Монгуш, Азамат Очур, ТУВА-24. Министр внутренних дел страны генерал полиции Владимир Колокольцев представил главе республики и личному составу Министерства внутренних дел по Республике Тыва полковника полиции Сергея Кондрашова. В мероприятии также приняли участие представители судебной власти и силового блока региона.
До назначения в Туву Сергей Кондрашов работал заместителем начальника полиции по охране общественного порядка управления МВД по Орловской области. Владислав Ховалык на своей странице ВКонтакте прокомментировал свою встречу с Сергеем Кондрашовым. Обсудили с ним актуальные вопросы по декриминализации республики. Сергей Николаевич активно изучает Туву. И это не только аналитические данные по своему ведомству, но и интерес к истории и культуре края, куда он прибыл служить. Военный комиссариат Тувы направил в армию для прохождения срочной военной службы первых призывников. Вместе с родственниками новобранцев провожал и наш корреспондент Сайгын Бербё. До торжественного мероприятия остались считанные минуты. Ребята уже выстроились, полностью обмундированы, выглядят уже вполне по-военному. Рядом стоят родители, и они, скорее всего, в первый раз видят своих ребят в форме. Как мы уже ранее говорили, в этом году призывная кампания была перенесена на месяц позже в связи с нагрузкой военкоматов в период частичной мобилизации. И вот первая группа новобранцев отправляется в войска. Отправляем ребят, 2 команды, общая численность 25 человек для службы в Восточном военном округе. Значит, молодые наши призывники обеспеченными всеми видами довольствия, в том числе вещевым имуществом, а также ИРП на весь путь следования. Призывники на базе военного комиссариата республики уже получили первые азы военной подготовки. Никто из них не выглядит удрученным, а наоборот, чувствуется в ребятах некоторый задор, азарт. Ну как ваше настроение? Боевое. Стартуем в армию. Вы сами откуда? Из Сараксепа. Как ваше настроение? Хорошее. Ну что, готовы служить? Да, готов. Как ваше настроение? Хорош. Тоже так же? Да. Пришедшие проводить своих парней родственники жадно вглядываются в лица своих дорогих ребят. Видно было, что испытывает волнение, все-таки не на блины к теще провожает. Все же родители гордятся детьми, вдруг ставшими такими взрослыми. Своим мальчикам я желаю белой дороги, конечно, и чтобы они возвращались. И вот тем, которые остаются, терпение. И самое главное, вот будем ждать. Мирно! Равняй середину. Товарищ полковник, личный состав призывников для убытия в ряды уже сил построен. Честь открыть торжественные проводы новобранцев была предоставлена заместителю председателя правительства Тувы Тимуру Кулеру. От себя лично и от имени правительства Республики Тува остается пожелать успехов в службе и белой дороге, и успешного завершения воинской службы. Поблагодарив родителей призывников за достойное воспитание своих детей, напутственное слово молодым воинам сказал председатель общественного движения Совета отцов Тувы Хонукол Монгуш. Не нарушайте дисциплину, будьте всегда, знаете, достойными. Вот сейчас вот эти наши тувинцы, когда служат в армии, отношение к нашим тувинским отцам, мужчинам совершенно другое. Вот, говорят тувинцы, молодцы, как они воюют достойно, защищают Родину. И вы будьте такими. Свое материнское напутствие пожелала ребятам председатель родительского комитета Республики Тува Ульяна Нурсат. Советуйте с родителями. Ну, старайтесь, как говорится, держать свое слово. Вернитесь живыми и здоровыми. И в этот сегодня такой благодатный, приятный день. Небеса даже вот вас провожают с белым снегом. Поэтому желаем вам чистой белой дороги. И хотя у ребят еще не совсем получается держать строевой шаг, у них все еще впереди. 365 дней или 1 год – не совсем маленький срок, как оно кажется. Молоденькие солдаты вернутся мужчинами, воинами, а нам остается не менее нелегкая работа – ждать. Сайгын Бербё, Чайхан Донгак, Азамат Очур, Тува 24. Отделением Пенсионного фонда по Республике Тыва продолжаются выплаты пособий от 8 до 17 лет. Программа стартовала еще в мае этого года. Тему продолжит Инна Клоян. Новая мера поддержки направлена на малообеспеченные семьи с детьми в возрасте от 8 до 17 лет. При назначении пособий будут получать на каждого ребенка. Рассчитывать на помощь могут семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. А также для установления выплат проводится комплексная оценка нуждаемости семьи.
На одного члена семьи направляется более 10 запросов в качестве определения комплексной оценки каждой семьи, каждого заявителя. Если семья состоит, допустим, из 5 членов семьи, соответственно, мы направляем более 50 запросов. К примеру, если поступает сведения об имуществе, допустим, жилой дом, мы высчитываем норму площади жилого дома на каждого члена семьи. Если же поступает сведения об автомобиле, значит, мы смотрим год выпуска и мощность автомобиля. Подать заявление можно не только через портал госуслуг, но и через клиентские службы Пенсионного фонда и многофункционального центра. Важно отметить, что с 1 ноября доходы мобилизованных граждан не учитываются при назначении детских пособий. Например, мама ухаживает за ребенком до 3 лет и не работает. Старшему ребенку 10 лет. Семью обеспечивал полностью папа. И в случае, когда папа попал под мобилизацию, то мама может подать заявление на установление этой выплаты. При этом доход папы за расчетный период мы уже не будем учитывать. Самое главное, чтобы мама донесла соответствующий документ. Данная выплата выплачивается уже с учетом этих новых норм только на 6 месяцев. Далее потребуется вновь подать заявление. Таким образом, в Туве только за 6 месяцев выплаты от 8 до 17 лет назначены более 40 тысячам детей. Инна Клоян, Буяна Юн, Самдан Иргита, Айдана Сенденма, телеканал Тува-24. Жители Судхольского района активно ведут домашнее хозяйство и участвуют в различных проектах и программах, которые нацелены на развитие и поддержку сельского хозяйства. В гостях у грантополучателей побывала наша съемочная группа. Уржек Вениамин Вячеславович – участник губернаторского проекта «Кэштаг для молодой семьи». В 2020 году получил 200 голов овец. В этом году он передал 200 овец следующим участникам проекта. Семья дружная, сплоченная. В прошлом году они купили 100 гектаров земли для посадки зерновых культур. Всем участникам проекта «Кэштаг» мы желаем и дальше процветать и увеличивать поголовье своего скота. Спустя 2 года мы предложили этой семье участвовать в другой госпрограмме «Семейная ферма». Отрадно, что в нашем Кажуне есть такие животноводы, фермеры, которые готовы трудиться и развивать свое хозяйство. Семья Оржек в этом году участвует в госпрограмме «Семейная ферма» и получила грантовую поддержку в виде 20 голов коров породы Герафорда и трактора. Трактор приобрели за 2 миллиона 360 тысяч рублей и 860 тысяч стоит пресс-подборщик. Вениамин Вячеславович признается, что такую технику сложно приобрести молодым, и это большая поддержка. Для участия в программе «Семейная ферма» до этого года требовалось внесение 40% собственных средств, а сейчас 20%. Я подавал заявки для участия в проекте «Кэштаг» с самого начала в 2016 году, но прошел в 2020 году. За меня проголосовали жители села. Посеяли пшеницу, урожай получили хороший. Трактор привез из Абакана в конце сентября, когда уже закончились работы по уборке сена. Поэтому пока трактор используем для погрузки угля многодетным семьям. В Судхольском Кажуне в программах Минсельхоза России «Семейная ферма» участвует с 2021 года 2 семьи, и в агростартапе также 2 участника. Грантополучатели из Сумона Кызылтайга и 3 участника из Сугаксы разводят мясные породы крупного рогатого скота, герафордов, а также молочные породы коров. Айдана Ховлык, Мерген Ондар, Чайхан Дунгак, Мирана Иргит, Тува-24. Зима близко. В разгаре отопительный сезон, и для многих семей сейчас актуален вопрос закупки угля и подготовки к долгой зиме. В рамках губернаторского проекта 45 многодетным семьям села Эрбек Кызылского района бесплатно отгрузили социальный уголь. Наша съемочная группа встретилась с участниками проекта. Социальная поддержка многодетным и малоимущим семьям оказывается 1 раз в год в виде выдачи бесплатного каменного угля более 2 тонн или 4,8 кубов дров. Так, в селе Ирбек Кызылского района более 40 семей получили социальный уголь. В их числе семья Чайганы и Володи Кулара, где воспитываются 4 детей. Старший является студентом, а младшему 5 лет. Социальный уголь получаем уже 3-й год. Помимо социального угля получаем картофель на посадку 1 мешок. Очень приятно каждый год получать социальный уголь. С каждым годом количество получателей бесплатного твердого топлива растет. Такая Анна Кулар сказала, что ранее покупка угля была большой проблемой для их многодетной семьи. Теперь же благодаря губернаторскому проекту таких трудностей нет, что не может радовать мать 4 детей.
Кроме угля, иногда вот продукты тоже принесет. И это тоже выручает. Спасибо за помощь социальную многодетным семьям. Я очень благодарна. Проект «Социальный уголь» вот уже на протяжении 6 лет помогает многодетным семьям значительно сократить расходы семейного бюджета. Чтобы получить поддержку, нужно обратиться в администрацию Сумона. В проекте губернаторского участвует 45 многодетных семей, в них детей 204. Каждый год получаем 90 тонн угля. Всего в Козылском районе на сегодняшний день 349 семей получили бесплатный уголь. Также предстоит доставить твердое топливо еще 188 семьям. В 2022 году социальный уголь получат более 3000 семей по всей республике. Алтын Айсая, Шолбан Монгуш, Айдан Зинденма, Тува-24. Жители Тувы все меньше выезжают за пределы республики на диагностику и лечение рака. Онкологическая служба региона вышла на качественный уровень и способна не только диагностировать рак на ранних стадиях, но и эффективно лечить. В прошлом году у 33 жителей Тувы выявили рак толстой кишки. Об истории выздоровления и лечения одной из пациенток смотрите в специальном репортаже после выпуска новостей. Это были новости на Тува-24. Я с вами прощаюсь. Берегите себя.